В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В Якутии закрыта первая ледовая переправа. На нескольких объектах изменили грузоподъемность. Также прекращена эксплуатация одной ледовой переправы муниципального значения в Алданском районе. В Мегино-Кангаласском районе состоялась презентация семейного многофункционального центра. Новое пространство создано для оказания комплексной поддержки семьям. В Намском Улусе стартовала неделя космоса, посвященная 65-летию первого полета человека на орбиту. Ключевым событием стала выставка в музее. В Якутии закрыта первая ледовая переправа. На нескольких объектах изменили грузоподъемность. 10 апреля прекращена эксплуатация одной ледовой переправы муниципального значения в Алданском районе. Речь идет о дороге через реку Алдан по направлению село Угино, трасса 360. Об этом сообщает МЧС по Якутии. Одновременно снижена грузоподъемность на 5 переправах муниципального значения, в том числе в Мегино-Кангаласском Улусе на переправе республиканского значения Хатас-Павловск через реку Лену до 30 тонн. Всего на данный момент в республике действуют 42 ледовые переправы. Кроме того, в преддверии межсезонья закрытия автозимников и ледовых переправ на основной ледовой переправе между Якутском и Нижним Бестяхом будет организовано сообщение на воздушных подушках. Сегодня Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики провело совещание с предпринимателями, контрольно-надзорными органами по части готовности к перевозкам. На главной переправе всего будет задействовано около 25-30 единиц судов на воздушной подушке. 5 аэроботов будут работать во время ледохода. Нужно сказать, что были поставлены вопросы как по транспортной безопасности, как по повышению качества услуг, значит, предоставление, использование контрольно-кассовой техники. Ну и, соответственно, безусловно, тарифная политика. Сегодня обсуждались, принято решение, что значит, перевозчики заявили о том, что цены на перевозку повышаться не будут и останутся так же, как и в прошлом году. Стихия против Дагестана. Как помочь тем, кто потерял все в большой воде? На Республику Дагестан обрушилась катастрофа. Проливные дожди, принесшие 50 мм осадков всего за сутки, превратили улицы в бушующие реки. Масштаб бедствия пугает. Более 2000 домов ушли под воду, дороги размыты, а десятки населенных пунктов остались без света. За сухими цифрами статистики стоят судьбы 15 тысяч пострадавших, многие из которых в один миг лишились крова и привычной жизни. В это тяжелое время Якутия не остается в стороне. Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского объявил экстренный сбор гуманитарной помощи. Предметами первой необходимости являются одежда и обувь, полотенца, крупы, консервы и другие продукты длительного хранения. Я сейчас обращаюсь уже к народу нашей республики, ко всем. Давайте поможем нашим друзьям и братьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию в Дагестане. Потому что мы знаем, что это такое. И это наш долг, это проявление нашей дружбы и сострадания к нашим соотечественникам. Сотрудники горного участка компании «Саха-Транснефтегаз» с февраля проводят плановые технические работы. Они следят за тем, чтобы газовые котлы и плиты в частных домах работали исправно. На сегодняшний день в Улусе проверено и обслужено 1307 объектов. В Бердигистяхе 3 бригады проверяют работу газовых котлов, очищают нагревательные горелки, проводят диагностику. Оставшиеся 447 объектов планируется обслужить до окончания мая. Ежегодно наши слесаря проходят аттестацию по текущему ремонту и техобслуживанию газовых оборудований, по результатам которого они получают допуск к газоопасным работам. Помимо аттестации проходят профессиональное обучение и повышение квалификации. В Мегино-Кангаласском районе состоялась презентация семейного многофункционального центра, который с января этого года работает на базе местного учреждения соцзащиты. Новое пространство создано для оказания комплексной поддержки семьям в режиме одного окна. Здесь жители района могут получить квалифицированную помощь психологов, юристов и социальных педагогов, а также оперативно оформить документы и разобраться в актуальных мерах социальной поддержки. Открытие центра стало важным этапом системной работы по повышению
повышению качества жизни семей с детьми, обеспечив их единой точкой доступа для решения сложных жизненных ситуаций. Результаты есть. Это 7-й семейный многофункциональный центр. Мы видим, что люди к нам приходят на ранней стадии. Поэтому мы будем и дальше развивать эту систему. Я очень рада, что здесь у нас это получилось. Действительно хорошие условия для того, чтобы мы могли здесь еще больше развернуть свою деятельность, да, направленную на помощь для тех, кто нуждается. Ветеран СВО и кавалер ордена Мужества Сергей Байбородин занял пост главного специалиста в городской администрации. Его работа в органах власти – часть программы по адаптации бойцов и по подготовке квалифицированных управленцев. Сергей курирует вопросы ЖКХ и регулярно проводит выездные проверки по обращениям жителей. Во время очередного осмотра территории он встретил боевого товарища Антона Наумова, который также строит карьеру в администрации Хабаровска. Эта встреча стала ярким примером того, что боевое братство остается крепким и в мирное время, помогая ветеранам эффективно трудиться на благо общества. Я являюсь главным специалистом инфраструктуры, в основном в сфере по вопросам ЖКХ, дорожного хозяйства и ЖКХ. Вот на данный момент мы находимся на улице Еловая. Вот в прошлом году мы подготавливали документы на асфальтирование этих улиц. И буквально вчера мы подписали документы с Министерством транспорта на асфальтирование этой улицы. На сцене ДК «Металлург» новая премьера. Режиссер Народного театра Анна Бубякина взяла в работу пьесу драматурга Вадима Федорова «ТСЖ». Видимо, тема близка самодеятельным артистам. Они просто живут на сцене. В зрительном зале были и наши коллеги. Спектакль очень необычный. Новая тема. Ну, тема не новая, тема, конечно, старая, но такая злободневная, актуальная. И было очень интересно, что вроде бы такие злободневные вещи, их перевели в юмор, в комедию, и было достаточно интересно. Пьеса затрагивает тему жилищно-коммунального хозяйства и раскрывает возникающие конфликты. На сцене разворачивается собрание собственников и жильцов дома. Обсуждаются вопросы отчетности, проблемы ремонта, бытовые конфликты. Самодеятельные артисты очень реалистично передали атмосферу собрания. В пьесе присутствует довольно много элементов юмора, но затрагиваются и серьезные социальные темы. Инертность жильцов, коррупция. Да все так делают. Работать в ЖКХ и не поиметь с этого ничего. Да все так делают. Спектакль закончен. Выходящие зрители обмениваются впечатлениями. Актуально, реалистично, смешно. Мне понравилось. Еще один очередной замечательный спектакль нашего режиссера Анны Бубякиной. Впечатления, конечно, очень много. Это очень актуальная тема на сегодняшний день. Тем более в нашем поселке сейчас идет собрание с населениями тоже по выбору управления наших домов. И этот спектакль как никогда вот пришелся прям в тему. Ну, сегодня в этом зрительном зале, наверное, каждый мог и себя увидеть, потому что жильцы, которые живут в домах, они как бы одна большая семья. Спектакль очень замечательный, который отразил жизнь всех жителей нашего поселка. Как по мне, я бы каждые выходные ходила в театр, сказала одна зрительница. И мы с ней согласны. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В Намском Лосе стартовала неделя космоса, посвященная 65-летию первого полета человека на орбиту. Ключевым событием стала выставка в музее имени Максима Амосова, где представлены уникальные личные коллекции жителей района. Особое внимание привлекает переписка Николая Бочкарева с героями Советского Союза и космонавтами, а также собрание тематических значков Владимира Шелковникова и работы воспитанников детского сада Керчейна. В рамках праздничной недели также пройдут районные соревнования по ракетомодельному спорту среди школьников, а в музее продолжатся тематические экскурсии и познавательные встречи.
Кроме этого, у нас есть предметы из Усалданского луса, семьи Гоголев, из Дюбсинского наслега, а также Намского села Намцы, центра Намского луса, авиамоделистов. Будет много мероприятий, в том числе конкурсы не только рисунков и моделей ракет, но и сочинения учащихся. Кроме того, мы проводим тестирование на знание названий космических кораблей, также планет нашей Солнечной системы. В Центре спортивной подготовки «Триумф» города Якутска в течение 4 дней на 5 коврах проходил турнир по вольной борьбе среди юношей в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Павла Пенигина на призы компании «Железные дороги Якутии». С 2025 года соревнования проводятся в 3 возрастных группах, которые отличаются по рангу. Республиканский турнир среди юношей до 14 лет, всероссийский турнир до 16 лет и международный турнир среди юношей до 18 лет. Наша компания в далекий 2004 год начала организовывать детские и юношеские турниры по вольной борьбе и водворяя все это в массы. И в 2017 году статус перерос в честь олимпийского чемпиона Павла Павловича Пенигина. 1286 участников из Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, из 6 областей Республик России, из многих районов Якутии оспаривали пояс чемпиона. Лучшим борцом турнира объявлен Ариан Винокуров, который с большим преимуществом победил в финале монгольского борца. В первом поединке победил борца из Тувы, во втором из Якутии и в третьем белоруса, в 4-м дагестанца. Наибольшее количество медалей завоевали борцы из республики Саха-Якутия. А кому не достались медали, получили ценный борцовский опыт на ковре турнира. В этом году турниры посвящены 50-летию победы Павла Пенигина на Олимпиаде в Монреале. Огромное спасибо хочу сказать Василию Владимировичу Шимохину, генеральному директору железной дороги Якутии, который год помогает, спонсирует мой турнир. Я очень доволен и даже счастлив, что мой юбилейный турнир в таком высоком уровне провели. Из года в год уровень проведения и организации турнира растет. Надеемся, что скоро из этих ребят вырастут чемпионы. К этому часу это все актуальные новости. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте телеканала. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.